Здравствуйте, 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 друзья! Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. У нас, наконец-то, долгожданное наше якутское лето наступило, и мы вышли на улицу. Мы сейчас находимся в гостях у радушного хозяина Альберта Окорокова на его даче. Мы пришли сюда с Семеном Тарбаховым, моим соведущим. Семен, приветствую, с летом тебя наступившим. И к нам сегодня первый наш якутский гость Василий Климович Павлов, ректор Малой академии наук, доктор философии. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы согласились, во-первых. Во-вторых, все-таки у нас мы передачу нашу позиционируем как кулинарное ток-шоу. С чем вы к нам сегодня пришли? Что мы будем сегодня делать? Что готовить? Готовить самое простое блюдо, которое называется карри с рисом. Да вы его называете самым простым еще. Ну, очень просто его готовить. Ага, Да, так. это считается блюдо холостяков, да, так сказать. Ну, в Индии, например, да, так сказать. Есть люди, которые имеют имя Кумар, да, так сказать, холостяки, вот они, их любимое блюдо. На самом-то деле это блюдо было сделано англичанами. В 1724 году появилось, да, так сказать, карри. Используют дерево карри, листья дерева карри и плюс к нему 28 разных ингредиентов. Да, так сказать. И вот, и вот у меня есть вот порошок карри, да, так сказать, который мне подарил его высокопревосходительство посол Индии, господин Кумар Ламбах. Как получается? Ну, это вот сейчас это стало обычным именем, да, так сказать, получается. И вот сэр Кумар, да, так сказать, ну, как подарил аутентичную, значит, карри из Индии. Да, ну, я знаю, что индийцы вообще все блюда ложат карри, правильно? Это стало привычкой, потому что их так научили англичане. До этого у них не было этого. Расскажите про историю, почему именно это блюдо? Почему это? Ну, здесь связано с тем, что я имею много друзей из Индии, и, в общем-то, провел определенное время в Индии. Прониклись культурой, получается? Да, проникся культурой, это очень интересно. И сейчас, вот, например, мы активно ведем работу с Академией наук Индии. Наши дети, одаренные дети Якутии, которых моя организация, где я являюсь руководителем, Малой академии наук, да, так сказать, работает с одаренными детьми, и мы постоянно вот наших детей возим в Индию, допустим, да, на разные международного уровня мероприятия и на обмены. Ну, например, в Индии есть такие университеты, где там 5 миллионов студентов. Да, очуметь. Да. Или есть там... 5 раз больше, вся Якутия, 5 Якутий учатся. Да, больше, чем Якутия. Есть, например, школа Монтессори, да, так сказать, Лакнове. Лакнове — это город такой. И в этой школе учатся примерно 85 тысяч детей. В одной школе. И можно даже не знать, какие вот дети одного класса, да, так сказать, потому что настолько их много. И все такие умные, нереально. Программисты, математики, это у них природно все есть, да, так сказать. И даже есть фамилии такие Ганди, что означает бухгалтер. Даже? Да, даже так, да. Вот так много вакаций по Индию знаете. Итак, мы уже потихоньку, смотрю, начали, да? Да, мы начали с того, что подготовили рис басмати. Специальный. Да, специальный рис басмати. Он только произрастает в Пакистане, в Индии и в Шри-Ланке. Ну, в Индии это несколько штатов, да, Уттар-Прадеш, Дели, там долина Синда, ну, все эти интересные места, и Химачал-Прадеш. Ну, вот мой любимый штат, Химачал-Прадеш, тоже вот производит 5 миллионов тонн в год. Именно басмати. Басмати очень старый вид риса. Он появился в этом районе где-то 23 тысячи лет тому назад, да, так сказать, ну, когда впервые люди начали это осваивать. Потому что рис — это совершенно уникальный продукт, потому что он создан людьми. Когда-то вот человек проходил мимо, да, и увидел одну интересную тему, да, например. Момент интересней. Да, интересный момент, да, так сказать, что оказывается вот рис, который вдруг неожиданно, значит, оказался засушливым состоянии, да, а потом вдруг неожиданно дали еще раз воду, он разрастается 10 раз большим кустом. То есть ответная реакция, да, ответная реакция на засуху. И вот поэтому, значит, вот эта вся тема, она начинается развиваться как рис, да. Рис дает очень много урожая. А в Индии 4 раза получают урожай, да, и одновременно за год, да, так сказать. И получается огромное количество. Вот ты положил один объем, да, так сказать, ну, например, чтобы пшеницу взять, а в Индии получится 10 раз больше. Да, ну, то есть у них богаче... Когда, грубо говоря, вас много, но выгоднее рис сажать, чем пшеницу. Выгоднее. Но это трудоемко, естественно, потому что вы должны в определенный момент сделать засуху.
искусственную, а потом снова воду дать. А, вот так, да? Да. А, ну то есть как бы орошать и все прочее. Да, там, да, да. искусственные каналы и все прочее. Это все такое. Очень сложная архитектура всего этого, да, и, естественно, надо Но- высокоорганизованное общество иметь. Да, здесь. но если это грамотно сделать, то, То это богатство. 4 раза в год, Да, 10 да. раз больше. Да, да, да. И Офигеть, вот, это и вот, просто- и вот мы сейчас что сделали, да, сделали вот, геометрическая прогрессия да, вообще. получается на одну чашку, да, так сказать, риса, потом 2 чашки воды, да, и получается. Предварительно мы Один- промыли. Но промыть его надо очень много, потому что много клейкамина, много этого. А когда промоешь, это замечательно. А можно вообще минут больше 20 или полчаса держать в воде. Некоторые люди даже целые ночи держат в воде. Да, вечером заливают Да, и да, вечером утром заливают уже в готовят, да. холодильник, там потом утром Да-да-да. все это выливают. Так, ну, это вот индусы любят такие темы. Так, и Да. его вот получается И по- предварительно лук да. с Лук с чесноком чесноком, да, так сказать, 3 головки лука. Пять Получается зубчиков 5 маленьких головочек, значит, чеснока. Они уже достигли у нас кондиции такой, да, желто-коричневой немножко, да. И туда мы добавляем, естественно, значит, ну, сперва соль надо, естественно, да, так сказать, это тема Чуть-чуть такая. чуть-чуть посолить. Да, да, да. Соль, 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 соль. Полезная тема. И значит, черный перец. Да, черный перец. По вкусу. Да, по вкусу. Ну и, соответственно, значит, мы добавляем это паста, томатная паста. Обычно 5 ложечек, да, столовых. А, вот ложечка у вас есть? но я тут знаю, что здесь 5 примерно. Ага, ну, на да, глаз. кстати, на глаз, да. Поможете, да, мне? Давайте. Да. Да, примерно 5. А вот ложка Да, семян. не, ложка я хочу использовать для того, чтобы вот это самое А, карри. вытащить. Да, карри. ага. Карри забацать. Да, да. Забацать карри. Карри надо, чтобы было 2 ложки карри. Да, вот Так, сейчас. мы перемешаем. Да, перемешай. И на этот объем 2 ложки карри надо. Столовой ложки. Много. Столов без горки, да? Без горки. Ага. Да, именно Вот без мы горки. слегка его подмешали. Давайте. Ага. Можем добавить. Это Раз. давай сюда. А я промою эту Да, зубу. вот так. Да, и можешь промыться. Вот это все сделали. Да, добавили все это, естественно. Процесс идет такой. как Аромат говорили. сразу Да. пошел. Сразу пошел Да, карри. да, это карри. У нас запах ветер, такой. у нас сегодня Да. Получается, гром и молнии И- вокруг и- нас. Да, Да. И сразу добавляем такую тему. Вот добавляем туда, значит, нарезанный Уже, да, у вас все кубиками. готово. Да, у нас все готово. Да, нарезанный уже здорово. кубиками. Значит, У вас все готово, вы, получается, предусмотрительный предусмотрительный человек, да, абсолютно. это мы сюда отложим. Да, это мы потом помоем. И получается, пока вы жили в Индии, вот, получались, питались местными Да, продуктами, да, да. и вам, как говорится, на душу легло больше всего вот это блюдо, да? Ну, оно легче всего готовить, да, так сказать. Все остальное надо определенная подготовка. Мариновать надо, да, индийской какие-то еще кухне есть свои дополнительные. свойства, Да. такие сложности. Ага, мариновать надо и прочее. Ну и сама по себе, да, если честно, индийская кухня, она довольно тяжелая. Да, значит, Для- ее как бы на пищеварения. завтрак не получится, да, так сказать. Ну, позавтракаешь Мы уже... должны крышкой накрыть, Да, да, немного. нет, сейчас вот, сейчас. Вот я так помешал это ее, да, так сказать, и нужно, чтобы оно на максимальном огне, она вот это стоит так на на максимальном максимальном огне. огне стоит. И тут же я даю, значит, сливки. Да, сливки бибен на одну чашку нашу. Тоже, да? Да, тоже. Это нужно. Одну чашку? Одну чашку, да, на это. Сливки у нас 22%. 22% слив. Недурно много. Ну, это нужная тема. О, пожалуйста, пожалуйста. В Индии много коров, поэтому Да, сливки они у них любят есть. это абсолютно. Верят, что коровы это Священное. Да, священные животные. Но не верят, они реально считают, что это священное Да, животное. я знаю, что если на дороге корова лежит, они его объезжают. Да. Нельзя с корову поднимать. Ну там Пусть такая отдыхает. история, да, так сказать, что там такая история, что идея такая, да, так сказать, что значит коровы это конец трансформации. Да? Ну вот они верят, индусы, да, в основном, верят в то, что души перерождаются. Реинкарнация. Реинкарнация, да. Да-да-да. Это, их может быть миллионы раз инкарнаций, да, так сказать. Но когда душа, значит, ну человек, да, так сказать, или любое существо, да, душа в своих реинкарнациях и прочих, да, достигла своего максимума, да, так сказать, стала там абсолютно совершила святые дела и прочее. В конце концов она достигает чего? Да. Нирваны. Да, вот такого состояния, да, так Финала. сказать, финал, да, такого состояния, которое позволяет ему стать коровой.
И коровы — это конец трансформации. После этого, значит, Хотелось бы сказать, спокойно душа уходит. Да. ужасно, да. Ну, не суть. Для якута это немножко непонятно. Да. Ну, как говорится, ну что мы об Индии да об Индии? Второй традиционный вопрос, который, Василий Климович, я задаю всем своим гостям. Расскажите все-таки немножко о себе. Да. Откуда родом и Да. все такое. Мы его это называем, как вы дошли до жизни такой. Да, значит, я родился в Сунтарском районе, Якутская АСР, село Эльгей. Такое хорошее село, которое 100 лет назад как появилось, да, так сказать, там был Отойдагалас, где мои предки жили. Значит, они все время, значит, давно уже лет, как 300 лет, как там жили, да, так сказать, в этой местности, да, и предок был такой человек по имени Отсурксут, он родом был из Грузии, как говорится, его отец, да, грузинский Ну князь, ладно, да, он, значит, поступил на службу в 1641 году Михаилу Федоровичу Первому Романову, который отправил его в Сибирь, значит, осваивать места, да, так сказать. Его уже сыновья, у него было много сыновей, один из них, значит, Отсурксут организовал первый вот район Улус, да, так сказать, Сунтарский, получается. И с тех пор там мы и живем. Ну и, соответственно, значит, предки еще добавились, там Поповы прибыли в 1721 году из Великого Устюга, миссионеры создали там церковную, там, обитель и прочее, да, так сказать. То есть жизнь пошла, как говорится, да, так сказать. Ну и они там поженились с харинскими девушками, племя такое Хори там жило, да, так сказать, основное их стойбище там было, да, так сказать, недалеко от Эльгей, где все харинцы собирали ясак, из всей Якутии, где харинцы были, да, они собирали в одном месте, да. И мой дедушка, как вот господин Игнатьев, да, так сказать, он вот был харинским вождем, получается, такая история, да. Но он сам учитель, да, так сказать, очень заслуженный, дореволюционного образования человек, очень много начитанный, там, древнегреческий, любил истории, да, интеллектуально, да, интеллигент, да. Да, совершенно верно, и латинский язык, там, французский, английский, поэтому я как вот ребенок, абсолютно дошкольник, ходил вместе с ним по лесам, по аласам, и он все время рассказывал там разные животные, птицы и прочее, как это называется на латинском языке, как это будет на русском языке. Естественно, значит, со мной он любил общаться, рассказывать древние истории. Ваше многочисленное образование, в том числе и за границей, докторантура, все это, то есть дало толчок. Да, вот это очень, оказывается, интересно, да, потому что я же на зубок, значит, выучил очень много из Илиады Гомера, да, так сказать. И когда вы уже потом за границей, везде, вы общаетесь с людьми, да, и где-то оборотах обязательно можете упомянуть это. И получается, вы уже образованный человек, конечно, процитировать, и все там понимают это. Мы примерно говорим на одном языке, понятия одни и те же. Потому что вся европейская, да, и западная культура, она основана на героических подвигах древних греков, ахейцев, 9-13 века до нашей эры. Вот это тогда и появилась все эта мы история. Все знаем 12 подвигов Геракла. Ну что далеко ходить. Про Зева, громодержца, который, вот, кстати, я и говорю, у нас тут гром и молнии вокруг нас. Да. А это очень древние, кстати, да, это древние такие индоевропейские темы, да, так сказать. Пришли же от хеттов, а хетты люди, которые прибыли из Индии, да, так сказать. И получается, вот вся эта индийская тема, она уже очень древняя, на самом-то деле. И, один из наиболее таких близких народов индоевропейских, это русские, да, так сказать, это, славяне, получается, да, и у них тоже в культуре все это есть. Одна из цивилизаций. Да, одна из цивилизаций. Потом я, значит, учился в местной школе, какое-то время учился в второй школе города Якутска, потом снова в Эльге, в школе-интернат, да, кстати, там закончил биологический класс, который возглавлял мой дядя, значит, Борис Николаевич Андреев, который основал там музей, очень было Эльгейский, да, он вообще Эльгейский, крутой да, считается. очень хороший да, музей. Я, будучи школьником, уже знал, что там Эльгей. И все это время, да, кстати, будучи школьником, я активно участвовал во всех этих олимпиадах, там, бесконечных, да, кстати, сам туда ездил в Москву, в МГУ, там, поступил в МГУ спокойно, да, То есть вы завет нашего дедушки, да. А дедушке учиться, учиться. Вы там был очень буквально. интересный такой педагогический момент, когда, значит, мы собирали картошку, он сажал очень много картошки, да, собирали картошку, и осенью, значит, перед тем, как поступить в первый класс, он меня спросил, а чем же все это завершится? Вот вы поступили в школу, а после школы что будете делать? Я так задумался и говорю, а что я могу делать после школы? Говорит, можно стать
ну, кем вы хотите стать? Я говорю, хочу стать ученым, там, хочу исследовать там, животных, птиц и прочее. Тогда, говорит, вам нужно поступить в биологический факультет Московского госуниверситета. Потому что Сразу это вот такая, единственный- вот да. такая мощная планка. Да, мощная планка, он так говорит, да, и достает открытку. В этой открытке университет МГУ, да, и написано там, что там Знаменитая вот комнат, эта да, картина, да, 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 полно. главное здание, и что там комнат больше, чем дней в году. Я такой потрясенный, да, вот, Да. ну, Масштабы. хочу туда поступить, и он говорит, надо тогда быть отличником полностью. Это, говорит, минимальная планка, которую нужно, да, достичь. А второе, это постоянно искать возможности, каким образом туда дойти. А это удалось благодаря тому, что я подписывал очень много, ну, благодаря своим родителям, журналов разных, да, «Наука и жизнь», «Химия Да. и жизнь», «Квант», там, «Знание победежия», «Знание сила», там, все, что можно Я понял, было, да. моделист-конструктор. Да, я Ну, понял. все вот эти журналы, которые можно было найти, подписаться про науку, да, так сказать, я подписывался, из них, значит, выяснил, что можно в заочную школу поступить, в заочную школу при МГУ, и таким образом, значит, через эту заочную школу мне удалось подготовиться, поступить в МГУ, а когда советское время, да, и в также советское время я уехал за границу в аспирантуру. Поступил, Да, я знаю, вы в Англии учились. да, в Англии, значит, в университете Лидс, потом Шеффилд, Йорк, Кембридж, ну вот такая... Ну, вообще, да. крутотенюшка вообще Да, да, получается. Да. Да, а потом, футбольный значит, команды. приехала в Якутию, да, получается, в 2000 году, 99-м, 2000 год, да, кстати, и я сразу, ну, начал работать в университете, и тут меня пригласил Михаил Ефимович Николаев в качестве своего помощника. Я вот был помощником у Михаила Ефимовича нашего первого президента, да, а потом, значит, когда уже его президентство завершилось, я занимался еще, значит, нескольких, скажем так, компаниях международных, где я был научным офицером, то есть по научной части, да, так сказать, потом инвестмент-офицером, ну, имеется в виду, такие есть титулы тоже, да, так сказать. Ну и, соответственно, после этого, опять же, Михаил Ефимович меня пригласил обратно, да, так сказать, и я стал у него одним из управлять его, значит, помогать в управлении его фонда. Да? Фонд называется «Фонд по содействию развитию культуры, науки и образования». Да? Ну и, соответственно, в 1999 году мы, Михаил Ефимович, да, кстати, создал очень интересную организацию. Это форум, физико-математический форум «Ленский край». Да. Да. Не знаю, вот чуть дальше проехал. Да, да, да. Это надо на медленный огонь поставим, да? Не, это он и так нормально. И так нормально, хорошо. Ага. Симон у нас следит. Да, да. Да, да, да. Мы за разговорами. Да, да, да. И получается, вот эта организация, да, она была такая. Дело в том, что в 99 году, 2000 году идеи были такие, в каждом там улусе создать какой-то суперинтернат. Или в одном интернате всех умных детей собрать. И эта мысль меня очень сильно как-то задела, да, потому что я подумал, если всех забрать, то что станет со всеми этими школами, которые Остальные. потеряли своих талантливых детей? И все талантливые дети в одном месте, да, как бы получается банки стеклянные, да, так сказать, и как вы знаете, как да, бы так сказать, как бы под они колпаком. будут сильно там конкурировать и прочее, и некоторые там даже не могут показать себя, не смогут, да. Да, и социализацию. И это, скорее всего, социализация очень будет мешает другая, наверняка, там это да. будет какая-то элитизация, да, так сказать, Да. темы такие очень, ну, как бы сложные, да, так сказать, и воспринимать это трудно. И поэтому у меня возникла идея, да, так сказать, леса, где много света, да, так сказать. То есть в лесу есть такие светлячки, да, так сказать. Когда их много, лес приятен, да, ночью даже можно ходить и смотреть. А потом, когда вы собрали всех светлячков в одну банку, да, так сказать, лес вдруг внезапно стал абсолютно темным. Ага. И эта идея очень плохая. Я подумал, да, так сказать, и убедил Михаила Ефимовича, что надо создать вот такой форум, да, так сказать, физико-математический форум «Ленский край», где бы ребята могли приезжать, общаться с друг другом, талантливые дети, да, так сказать, говорить о том, чего достигли, какие опыты и прочее, встречаться с известными учеными, а потом все это распространять Да. среди своих Собирать друзей. какое-то время, да. Мой да. сын, потому что тоже туда. Да, вот, да, да. И это очень хорошая Когда был идея. школьником, года 3, по-моему, туда ездил. Да, Вот это хорошая я идея. Да, на во самом время деле. каникул, Да. там, да, И на пеленка, 2 да. недели. То, Ну что и я сейчас, значит, Михаил знаю, там Ефимович локачки опять запретили, меня да. попросил, чтобы я возглавил эту организацию, да, так сказать. И я сейчас уже с 2017 года являюсь ректором Малой академии наук, которая сейчас называется Малая академия наук. Малая да. академия наук. Потому что у нас 200 каждый год отбираются академиков и член-корреспондентов. 100 академиков, 100 член-корреспондентов по своим достижениям. Да, все это открыто, открытый конкурс. Да, так сказать, каждое достижение имеет свою оценку. Соответственно, значит, они отбираются, рейтинг и по рейтингу поступают. Ну, у нас вообще абсолютно феноменальные дети. Да. В последнее время, Соглашусь. потому что сами вот феноменальность достигается тем, что они сами себя
готовят, они сами себя обучаются, да, так сказать. То есть они же... То есть вы создали, скажем так, творческую площадку, где Да, дети собираются могут и- собираться и прочее. И они такие активные, да, они ко мне подходят и говорят, я хочу то-то, то-то, я хочу вот такую программу сделать. Некоторые дети говорят, вот, ну, давайте мы пойдем и, значит, хочу поступить в какой-то университет. Мне надо так подготовиться. И вот мы все это обсуждаем, ну, естественно, своим советом помогаем, находим людей, которые им помогают советами и прочее. Ну и, соответственно, у нас работа идет по олимпиадной теме, да, так сказать, которая обязательно нужна, да, потому что Да. это качество образования показывает. Ну и Да. второе, это то, что нужно для того, чтобы... Скажем так, э, классифицировать. Да, да, да. Ага. И проектная деятельность. Это когда сам ребенок своим, это, значит, интересом, да, так сказать, Да, создает что-то. какие-то делать да. разработки. Разработки, это же очень важно, потому что, Да. как сказал Конфуций, да, вот вы мне скажете что-то, я забудусь. Да, так сказать. Вы что-то мне покажете, может быть, я вспомню. Но если вы мне дадите это сделать, я буду знать. Да, да, Понимаете, да, это вот руками, да. самый основной принцип человека. Да, так Да, сказать. Человек ассоциативная может, память, да. Да, он может только вот то, что руками сам сделал, понять изнутри, что это такое. Вы можете ему 1000 раз теории рассказать, да, так сказать. Ну, это Да-да, не нет, пройдет. но всегда же считается, допустим, сколь бы ни был умный человек, Да. лекцию прослушал, на следующий день остается 30%. Это Да, да, да. статистика. Да. Это никак, да. Это ну, примерно вот 8 минут да. надо. да, Поэтому можно говорят, уже что после обязательно этого нужны уже- проработки и все прочее. Перемешаем да, чуть-чуть, немножко подкипит, и Так, а у нас там уже... Уже почти что. Семен, убери, пожалуйста, вот это, да, вот так, на эту камеру, скорее всего, это будет видно. У нас самая красота красотенечная. Ой, как пахнет-то вообще. Да. Как раз у нас время обеда. Да, У да, нас да. съемочные ребята уже все ждут, когда это все Да, да, да. красота приготовится. Ну и важно, чтобы развитие оно шло с наиболее максимальным таким размахом, да, так сказать. То есть мы не должны в своем образовании детям нашим, да, создавать такой узкие какие-то, значит, направления, да. Направления должны быть обширные, широкие, да, потому что они же сами потом отберут что и куда, да. Ну и, соответственно, мы уже 2017 года, да, начали очень активно отправлять детей на участие в разных международных конференциях и прочее. И у меня был такой первый такой опыт нашего ребенка из Хангаласского Улуса. Отправили, да, так сказать, Артема Козлова. Артем Козлов, значит, из Моксоголлоха поселка, да, так сказать, такой собрался. И это было зимой, страшно холодно, огромный самолет. Мы сели туда, я заснул сразу же. Потом, значит, проснулся и чувствую, что звука нету никакого, да. И я думаю, до чего же дошел прогресс, что сейчас такие самолеты, что звука нету, да. Но потом оказалось, что мы сидим уже. Уже, да. Нет, сидим, вообще не вылетели. А, Понимаете, а потом нам сказали, что вылет не будет, не состоится, да, потому что по техническим причинам очень холодно, все замерзло. И я мальчику говорю, мы купили этот билет, говорю, очень дешевый он был, да, так сказать, и самолет не полетит, наверное, мы туда не поедем. Это первый блин комом, давай это самое, говорит, вот отложим эту тему, да, в следующий раз на другую конференцию полетим. И мальчик мне говорит, знаете, говорит, Василий Климович, меня собирала вся деревня. на меня все смотрят. Что же со мной Да, будет? да, это, говорит, впервые в истории нашего поселка, да, так сказать, чтобы кто-то поехал за границу, говорит, Вообще. из детей что-то показать. Он весь такой, в якутской одежде, весь такой, да, так сказать, Офигеть. да, с хумусом, там все такое. Ну, пришлось поехать, полететь, там, найти билеты, как возможно. Другие, так, да? Да, другие там, и найти И в возможность. итоге вы где побывали? Ну, мы побывали в Султанат Аман, да, в университете Султана Кабуза. И там, значит, наш парень где? показал. Это Саудовская Аравия, рядом Саудовская Аравия. Это прямо выходит маленькая страна, которая очень богатая маленькая страна, которая прямо сидит на Индийском океане, да, так сказать. Ну, смотрит на Индийский океан. Мы приехали туда, и наш парень показал такие вот феноменальные свои эти возможности, да, так сказать. Знания, Со да. всеми общался, он такой был открытый и прочее. И все думали, он из какого-то большого крутого города, а он из какой-то маленькой деревни, да, так сказать. Где люди такой коровы радостный, да. Ну, такой вот. И это было вообще великолепно. И каждый раз наши дети показывают невероятный уровень. Вот недавно мы были в Дубае, где наша делегация якутская, да, она была самая-самая популярная. Там все дети, девушки, все буквально за ними гонялись, да, так сказать, они там раздавали, рассказывали, все прочее. Это было замечательно. И вот мы в этом году, опять же, да, второй раз проводим июле месяце международные интеллектуальные игры. Вторые, да, так сказать, получается. Уже вторые. Да, уже вторые. А да. первые когда прошли? Первые прошли в 2018 году, и там было 50 стран принимало участие. перебью. Вот Так. нужно вот
Вот это золотистый Да, поднос. да, да, уже. Вот это золотистый Это уже готово, уже все готово. Да, У нас мы всё его готово сейчас. сейчас можно Так, так Уже, уже мы начинаем сервировать, да? Да, мы... Да, мы можем сервировать, Да, да. пробовать и Да. Дальше за, обсуждать. за едой, скажем так, продолжить нашу, Да, нашу да, да. беседу. Так, рис у нас уже Рис готовый. готовый. Да, да, да. Басмати. Басмати. Да. Бас это по древнему, значит, индоевропейскому языку, который называется санскрит, да, означает, Санскрит, да. да, на санскрите означает такой ароматный. И запах такой ароматный, смотрите, да, послушайте. Да. Такой нереальный запах. Это из такого очень уникального вещества, которое имеется в этом рисе, да, и больше нигде нету. И это уникальное вещество, да, так сказать, это 1-ацетил, 2-пиролидин называется, да, имеет там азотное основание, и это азотное основание и также ароматическое кольцо дает вот такой, это всего очень небольшая, да, так сказать, 2 ароматическое, одно неполное кольцо, и поэтому вот он выходит, прямо запах такой, да, так сказать. Это одно из самых древних запахов, которые человек сумел различить вообще в мире. Даже так? Даже так, ага. И это послужило началом цивилизации, потому что человеку очень хотелось все время вот этот запах. Да, так сказать, и это стало одним из таких моментов важных. Ну, как говорится, будем знать. А вы сами какую кухню предпочитаете вообще? Это вопрос Семена, но я его да, задал. да, да. Ну, Я вот я только что человек, хотел как задать. человек восточный, да, так сказать, я люблю восточные кухни разные, но в основном, значит, ну, среднеазиатские кухни, это очень такая тема, мне бы очень близкая, да, так сказать, потому что я люблю культуру Ирана, там, да, так сказать, вот среднеазиатских стран, да, так сказать, древних персидские темы, и мне это вот очень нравится, эта культура, и потом китайская, да, так сказать, потому что в Китае я много был, много путешествовал, много кушал, и там есть феноменальные виды кухни, да, так сказать. Да. Ну, очень нравится так называемая, значит, кухня, чжэцзянская кухня, да, так сказать, Ханчжоу, древняя столица, да, древняя столица, значит, 7 династий. Это такой супергород Ханчжоу. Это недалеко абсолютно от Шанхая, да, так сказать, 180 километров от Шанхая, да, так сказать. Если вы будете в Китае, обязательно я вам советую посетить. Рекомендуется к посещению, Да, да? Ханчжоу, да. Там, как утверждается, да, так сказать, вот люди, 2 ханчжоуса стоят и ссорятся, да, и как будто они читают стихи. А. Вот так, да, так сказать. Настолько у них красивый язык, настолько у них культурно все, да, так сказать. И это вот центр такой китайской культуры. И там, естественно, и кухня совершенная, да, так сказать. Там, обычный такой обед, это может быть 18 блюд. Подача, да. Ну, Да, я подача. знаю, китайцы любят покушать, да. И при том каждое блюдо, оно особое, да, оно готовит вас к следующему блюду. Да, то есть ваши уже все Вкусовые вкусовые рецепторы, так, рецепторы да, подготавливаются. подготавливаются. И как только вот это ощущаете, да, так сказать, вот просто бы съели это блюдо, по-другому вкусно было бы, да, а съели после этого блюда, у вас будет другой вкус. Надо же. Да, они называют это симфония вкуса. Да, симфония Ну, вкуса. вот они вообще красавцы. Да, они гении вот этого дела, да, так сказать, соответственно, имеется в виду кухня и прочее. Ну и, соответственно, мне нравится индийская кухня, потому что Индия — это мать всех цивилизаций, как говорится, там много чего происходит, да, так сказать. Ну и, соответственно, это страна, которая 10 раз больше по населению, чем Россия, да, так сказать, соответственно, это 1 миллиард, там, 4 миллиона человек, да, примерно живет, и одновременно там сохранилось огромное количество культуры. И вот если вы побываете в Индии, да, так сказать, это вот все это можно воочию увидеть, там, осознать все это, да, так сказать, понять, что это такое, это удивительно просто. Ну и, соответственно, это говорит о том, что у нас много связей с Индией. Да. Ну, всегда очень дружественно. Россия всегда имела очень дружественные отношения с Индией. И с Китаем, естественно. Ну да. Насколько мне известно, вы же еще изучали происхождение якутского. Да, Да. значит... Немножко об этом да, бы. когда я был помощником Михаила Ефимовича, да, и еще до этого, значит, все время разговоры были о том, что вот где это самое происхождение, мы такие-сякие, мы древние греки, мы что-то. Ну, это очень, знаете, без всякой научной основы, да, так сказать. Ну, соответственно, значит, Михаил Ефимович Николаев, он, будучи невероятно... Между тем. Да, невероятно, значит,
как говорится, мудрым человеком, да, он предположил такую вещь, да, что надо изучить все это, да, так сказать. И он издал свой указ, называется... Зелень давай? Да, надо обязательно. Можешь Да. прополоскать. Прополоснуть? И это называется, у него был такой интересный проект, который называется «Защита генофонда народов Республики Саха-Якутия». Да. И туда были, опять же, да, так сказать, и финансирование особое, да, так сказать, и прочее. Ну и, соответственно, после этого, значит, начались исследования. У нас генетические исследования самые продвинутые в России. Именно якутского народа. Мы Генома, нашли, да, то да, есть? генома, да, Так. именно, значит, какие мутации, какие различные разнообразия, да, всех тех форм и точечных мутаций, всех тех, которые возникли в нашем народе, да, а это на самом-то деле летопись тех путешествий, которые были связаны с нашим народом. Что перетерпел наш геном в течение вот всей истории нашего народа. Где были, вот с какими народами у нас есть одинаковые мутации. Это говорит о том, что на какое-то время мы были одним народом. Возможно. Да, это невозможно, скажем, это и есть. Скажем это так, и есть. сколько-то ярдов лет назад, ну, конечно, да, человек произошел, да. Но говорится, И можно ближайших найти, да, ближайших. Ну и мы нашли, естественно, ближайших. Да, так И сказать. кто мы? Это мы люди, Кому которые же мы жили рядом с озером Байкал. Все-таки. Очень долгое время. Ага. Да, очень долгое время Байкал — это была основа нашей цивилизации. Да. И действительно, если вы приезжаете в такую Тумкинскую долину, да, так сказать, вы там Тумки? можете... Тумка, я был. Тумке вы можете увидеть раскопки, где есть абсолютно якутские вещи. Серге я видел, Да, 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 я охотился там. Да. Это удивительно. Да. Там же люди находят чороны и прочее, Ага. все есть. То есть это древняя такая очень якутская земля. А почему мы все-таки потом бежали? Но все-таки там было большое давление же разных народов, других и прочее. Это же очень красивое место. Вы же знаете, да, сами, Да, насколько красиво Тунка, да, так сказать. И Да. это долина между двумя горами. Да, ну, горными этими рядами. Это очень и горячие источники, Да. вода, Горы. целебные горы, Да. чистый воздух, ну все что подобное. Ну, и наши предки очень любили экологические чистые темы. Да. Вот. А я предлагаю вам, всем нам, Да. Отлично. Да? вооружиться вилками, попробовать, что у нас получилось, ну и продолжать наши разговоры. Передать салфетку. Салфеточки, пожалуйста. Да, попробуем. Спасибо большое. Немножко риса. Рис надо. Прикоснемся. Он без соли у меня. Видите как? У нас Хорошо тем, что у них на общее же в основном все подается. И каждый может в свою сторону. Что делать? Да. Да. Солить, перчить и все такое, да? Ну, курица же соль. Я обычно люблю очень малосоленую тему. Очень мало солю. Тоже так советую точно. попробовать. Да. Вот так, да? Меняется. Попробуй. Так сделать? Да почему нет? Вот так, рис, курочку. Кусочек лайма. Ой-ой-ой. Я его в соусе валял. Да. И вот так, да? Да, и поэтому очень освежает. Свежая петрушка. Шикарно. Класс. А я думал, лайм можно только с текилой. Шутка. Итак, Классно получилось. мы выяснили с помощью вас, что мы все-таки с Байкала. Да. Пришли долина Туймады. Туймада Фочета поселились. Еще раз? Да. И каким образом вот такую огромную территорию мы Ну, это все-таки... уже, как это говорят, энергия, желание, любопытство, да, присущие нашему народу, помогли распространиться. Ну, в древности же не было городов. Жили, скажем Нет, так, жили, аласны, но каждый хотел быть самостоятельным. самостоятельно. Да, у них Огромные много терри- детей, все парни хотят там Ага. свои аласы, всякие разные места, да, так сказать. И каждый раз И распространяется. поэтому такую огромную территорию, все улусы, там, Да, 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 ну, да. вилюйская группа улусов, да, допустим, в ту сторону. Это говорит о допустим, том, что Калужская даже вот группа очень улусов. мало, одна семья, да, так сказать, может чего достигнуть и создать целый народ. Да. Надо, чтобы одна семья была, чтобы народ появился. Ну да. Да. Вот о чем речь. Но главное, чтобы народ появился, да, самое важное, чтобы была культура. Да. Вот
Пришли люди с невероятной культурой, да, богатые и прочее. Они смогли своими рассказами всех удивить. И все там послушали и сказали, я тоже хочу быть якутом. Наш эпос, да? Да, все буквально. И слава Это- Богу, что да. мы сохранили это Да, все да, это да, до сих абсолютно. пор. Да, наша культура, наш язык, наш эпос, Да, да, да. Волонхо, И вы знаете, наши сказания. Да, совершенно верно. В этом году, например, да, это 2022 год, это год, мы должны на самом-то деле отметить примерно, да, так сказать, это 250-летие рождения Михаила Михайловича Спиранского. Был такой очень известный русский государственный деятель, человек, который создал, значит, российскую, значит, юридическую, значит, науку фактически, да, так сказать, человек, который создал так называемые законы Российской империи, да, и он был в свое время губернатором Сибири. И вот он как раз очень бережно вот относился к таким народам, как якуты особенно. И считал, что это супер, самый прогрессивный народ, да, в этой части мира, с которыми нужно обязательно, значит, хорошо общаться, с ними помогать их развивать и прочее. И поэтому якуты получили такие налоговые свободы. Надо сказать, льготы те времена. И особенно самое важное, да, было то, что через Якутск проходило огромное количество разных экспедиций. Так и- Витус Беринг приехал сюда, 4,5 человек. В этом городе, да, так сказать, было всего тогда 5000 человек, где-то меньше даже, да, и, ну, как бы больше половины людей появляется новых, да, так сказать. И они живут там, и тогда было так заведано, да, что когда вы появляетесь, да, так сказать, то вы берете всех лошадей, которые есть, бесплатно для экспедиции. Ну, собак, лошадей, все что угодно. Ну, все ресурсы, которые Все ресурсы это доступны. региона доступны, да. И ничего не платили. А, значит, Михаил Михайлович Спиранский, он говорит, это же так нельзя, надо вот платить и по нормальному, по государственному. И это помогло очень якутским людям выжить, в общем. Да. После этого все экспедиции стали, наоборот, очень выгодной темой для якутских людей. Уже стали заранее подготавливаться, скорее всего. Да. Ждать. Да. Ну да, действительно, у меня многие друзья, да, не из Якутии удивляются, говорят, а вы же, говорит, якутов, вы же, говорит, очень мало, но вы, говорит, везде. У нас известные спортсмены, олимпийские чемпионы, да. Мы в кино сейчас вообще Да-да-да. конкретно дошли, мы Да-да-да. в культуре где-то там, да, писатели у нас, художники. Говорят, да каким образом получается, что вы такие продвинутые? Ну, у нас и молодежь, посмотри, да, вот по последним, ну, даже если моду взять, да, по внедрению новых технологий. Да. Сейчас у нас вот IT-компании две такие мощные уже единороги выстрелили. Да. Почему мы такие крутые? Это, знаете, нет, это, знаете, даже было такое, да, так сказать, есть вот хорошая такая энциклопедия Фрона Брокгаузена, да, Эфроса Брокгаузена, да, и там, значит, в этой энциклопедии очень хорошие статьи всегда про Якутию, да, ну, старая энциклопедия там, да, так сказать, и есть такие очень хорошие утверждения, да, такие там интересные. Дайте якутскому человеку что-то, мастер, да, так сказать, он завтра принесет то же самое, но он сам сделал, и уже получается. Мы как хорошие китайцы, да? Ну, Да-да-да, что-то увидели, так, ах ты, Да, блин, сразу, это ага, то же самое сразу, хочу, да, типа. сразу тут же делает, да, так сказать, долго не ждут, да, так сказать, все очень активно, креативно и самое главное позитивно. Вот это то, что характеризует наш народ, буквально. Да, вы же были одним из учредителей вообще Центра вот, развития одаренных детей, да, поддержки. Да. Как он сейчас правильно называется? Он называется региональный центр, Региональный центр. По поддержке, выявлению поддержки одаренных детей Республики Саха-Якутия. И у нас в этом году уже мы открыли огромное здание, новое, да, так сказать, свыше 7000 квадратных метров, лабораторные корпусы, построенные благодаря финансовой поддержке российской нефтяной компании «Национальный Роснефть», да, и плюс оснащенная по национальному проекту образования. То есть это больше 200 миллионов рублей на оборудование пошло, да, так сказать, и свыше миллиарда рублей на, значит, на само здание, ну, вместе со всеми там новшествами, которые есть, да, так сказать. Ну, это и является таким уникальным центром во всем Дальнем Востоке, да, и я надеюсь, что мы еще дальше будем развивать все это, да, потому что наши дети достойны этого, и я думаю, что каждый год мы здесь принимали до пандемии тысячи, там, больше детей из-за границы. Они приезжали к нам, по обмену? да, по обмену, они приезжали к нам, и дети из Гонконга, из Сингапура, из всех разных стран, да, так сказать, очень развитых, и им очень нравилось быть здесь, в Якутии, да, исследовать там вечную мерзлоту, нашу фауну и флору, да, значит, палеолита, да, и прочее.
и эти голоценовские темы. То есть изменение климата, которое сейчас происходит, да, так сказать, это один из основных моментов, которые Да. интересует всех. Да, Ну, всех. соответственно, это можно исследовать здесь, в Якутии, очень Да, даже лучше не открыто. отходя от кассы, как говорится, да? Да. Мгм. Василий Климович, передача наша потихоньку подходит к концу, да? Опять же таки традиционный вопрос, который я задаю. Поделитесь вашими планами. Как вы смотрите на будущее? Какие-то, может быть, цели, какие-то такие, может быть, есть планы и мечты, может быть, Да, даже. мечта, конечно, такая, чтобы мы создали здесь очень любимое слово экосистему, да, для наших одаренных детей, которые могли бы показать весь свой потенциал здесь у нас в республике, да, и, допустим, смогли бы воплотить все свои мечты здесь у нас, да, так сказать, сделать Якутию центром таких и научных, да, и продвинутых исследований, и также высоких технологий, которые можно было бы потом проецировать и во все другие, так сказать, наши страны-партнеры и прочее, да, так сказать, и чтобы сделать его таким центром очень удивительных таких приключений для молодежи, чтобы они приезжали сюда, как раз интересовались наукой, туризмом, всем прочим, да, что может дать наша прекрасная и богатая республика в этом плане, да. Как говорится, не только недрами, да? Не только недрами богата, Да. она богата прежде всего людьми, потому что они же ее и А создали. все, кстати, это подчеркивают. Да, 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 вот да, на это- север поедете, да, да, все да. говорят, ну вот Да, какие да, у вас люди. Говорят, да, ладно, да, говорят, у вас да. природа красивая, вода Якутия прежде чистая, всего это люди, рыбалка, да, охота. это не просто название, да, Да, так сказать, это ведь люди. Это Люди, самый да, главный, да. по-моему, Это ценный все, ресурс. это все понимают и все говорят об этом, да, так сказать, буквально. Вот и где бы вы не были, да, если кто сталкивался с людьми из Якутии, то они знают, да, так сказать, что здесь живут исключительно искренние люди, да, так сказать, готовые что-то сделать. хвалим, Да, да, да. куда стоят и Да, да, да. Ну, это так- ну, как говорится, это наша это же лучше, чем национальная ругаться. тема, Да, 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 да. национальная тема, да, Да. потому что сколько угодно можно об этом говорить, но да, да. все-таки это все-таки круто, да. Итак, и в конце передачи тоже традиция наша, да, я вам хочу дать слово, чтобы, ну, вот, пожелания нашим телезрителям. Ну, сегодня мы попробовали здесь, да, так сказать, и вы, наверное, почувствовали, да? Что вы почувствовали, как Да, говорится, что вы в этом почувствовали, как говорится, да, вкус и прелести кухни разных стран, да, и, допустим, в этот раз было в Древней Индии. Я думаю, что у нас много общего, кстати, с древнеиндийскими темами, потому что если пойти, так сказать, да, вот, например, тот же карри, да, это аюрведическое вещество, да, так сказать, ну, имеется в виду, оно связано с народной медициной, да, и прочее. Якутские люди любят народную медицину, как всегда. Да, у нас, так сказать. у Потом нас есть Бхагавад-гита, да, это известный эпос Да, я индийский, знаю. да, и там есть, например, упоминание о якутах, да, называется народ Саха. Он как раз участвовал, одним из основных участников битвы при Куреште, но самые, они были известны тем, что были невероятными, талантливыми кузнецами. Они могли изготовить ножи невероятной остроты, да, так сказать. Это вот народ называется Саха, да, так сказать. Это упоминается в этом. И они жили вдоль северных рек, да, так сказать, и могли, значит, выковать самые удивительные ножи и мечи, которые использовали воины древние в этой битве Куреште, да, между добром и злом, как говорится. И потом, значит, второе, да, так сказать, это наша любовь к тусту, да, так сказать. У них то же Борьбе. самое, да, называется тушту, да, так сказать, в Индии. И это храмовая борьба, да, так сказать. Оно имеет невероятную такую сакральную ценность, да, так сказать, для индусов. И они тоже борются, да, так сказать. И это вот то, что нас объединяет, да, так сказать. И людей, которые этим занимаются, они называют туштук. Даже так. Даже так. А, даже слова не Да, да, да. Слова похожие абсолютно. Да, нигде, ну, у других народов практически нет этих слов. Ну что так ж. что я пожелаю всем, чтобы мы продолжали развивать и свои традиции, смотреть и учиться у других, и, соответственно, смотреть в будущее. Да? А я, как человек, который работает с одаренными детьми, ну, предлагаю вам всем, наши дорогие зрители, да, чтобы ваши дети могли участвовать в разных мероприятиях, которые мы предоставляем, да, как Малая Академия Наук. Пожалуйста, посмотрите наш сайт, да, так сказать, и участвуйте в всех наших мероприятиях. Ну что ж, Василий Климович, спасибо вам большое за то, что были гостем. Спасибо вам то, за что- да, блюда. Да. А я Петр Цепандин, Семен Тарбахов, Василий Климович Павлов. На этом мы потихоньку заканчиваем нашу передачу. Будьте здоровы, друзья. Смотрите, кушайте вкусно, чтобы у вас на столе